Зулейха, а мы зачем в архив идем? Мне на лето задание дали в школе. Генеалогическое древо составить. Про всех предков узнать. Да там документов в этом архиве. Нам за год не разобраться. Там, Рома, специальный человек есть. Архивариус. Он нам поможет. Добро пожаловать в Национальный архив Республики Татарстан. Мы по вопросу генеалогического древа. Прекрасно. В этом нам помогут ревизские сказки. Какие сказки? Ревизские. От слова ревизия. Правильно. Ревизские сказки не просто страницы, в них память о предках наших хранится. Сам царь Петр I личным указом писать всех велел, не внемля отказом. Шилом архивным страницы прошиты, даты, события, все здесь сокрыто. И люди, и то, что 3 века творилось, с этими сказками не позабылось. Как здорово! Я почти всех родственников нашла. Странно. А вот тут связь обрывается. Если все вписаны в ревизские сказки, то почему нет моего прапрапрадеда? У меня много дел. Ищите внимательней. Какой-то он странный. О, что это? Судя по дате, это мой прапрадедушка. И как теперь его найти? Без него древо неполное будет. Да я не про это. Смотри, какая книга. О, болото забытых. Что происходит? Быстро. Неужели? И болото забурлит, в книге слово оживает, и секрет нам открывает. Скучно. Вот он, мой шанс вырваться отсюда. Зулейха, помоги! Глупый мальчишка, душа вашего предка в опасности. Освободите меня, и я скажу вам, как его найти. Что мы должны сделать? Прочитать пару заклинаний и попасть на реку времени. Там и находится ваш потерянный предок. Открывается тайник, исчезает клетка в миг. Исчезает грань миров, в мир реальный путь готов. Мы уже на реке времени? Нам тут прапрадедушку искать. Отдайте мне книгу, и я вам скажу, что делать дальше. Ну уж нет, эта книга не наша. Не можем мы ее отдать. Что же вы натворили? В книге, что украла Албасты, написано, как попасть в реальный мир. Без книги вам домой не вернуться. Да объясните толком, что происходит. Колдунья с болота забытых времен пыталась проникнуть тогда в каждый дом. Как же от ведьмы людей защитить, души навеки от зла оградить? Множилась тьма, и вот поутру тайный отряд постучался к Петру. Пора имена нам в книги вносить, иначе колдунью не остановить. Тайный отряд на страже стоит, кто в списки попал, не позабыт. Магический смысл в этих книгах хранится. Ревизские сказки, не просто страницы. Так получается, эта колдунья Албасты нас обманула. Что же мы наделали? Да подумаешь, поймаем мы эту Албасты и отберем книгу. Погоди, Рома. Думаю, не все так просто. Совершенно верно. Заточив Албасты, мы не смогли освободить оставшиеся души. Но нельзя позволить ей получить над ними власть. Поэтому вы должны найти волшебные предметы раньше Албасты. Какие волшебные предметы? Хрустальную чернильницу, чистую страницу и вечное перо. Найдите меня в 1875 году и предупредите об опасности. И как нам это сделать? Вам поможет компас времени. Выставляете год, нажимаете на эту кнопку, появляется лодка, которая плавает по реке времени, и она везет вас в нужный момент истории. Добро пожаловать на борт. Здравствуйте. Привет, нам в 1875. Как же долго я за тобой гонялась. Ну, покажи, что ты умеешь. Ой, как интересно.
А звезды на небе похожи на генеалогическое древо, которое я нарисовала. Так и есть. Это связь поколений. А если смотреть по сторонам, можно увидеть разные исторические события. Смотри, Рома, Казанский цирк строится. 1967 год. Ой, самолет. 33-й год прошлого века. Открытие Казанского авиаклуба. 1875 год. В мои функции входит помощь в подборе костюма соответствующего эпохе. Терпеть не могу детей. Старый пройдоха-архивариус готовит себе смену. Ха, ну, посмотрим, кто кого. Смотри, смотри, а Кремль без часов? Зато часы есть на колокольне. Посмотри, вон прямо за Спасской башней. С ума сойти! Лодки на Булаке! Ничего удивительного. Еще во времена Казанского ханства Булак соединял речку Казанку с озером Кабан. И только в середине 20 века часть Булака направили в трубы под землей. Откуда ты это знаешь? Доклад к уроку истории готовил. Умничает. А ну, брысь отсюда куда подальше. 1443. Времена Большой Орды. Багрим Мурза, куда мы едем? В Москву, князю Василию Темному. Будем ему служить. Ничего себе занесло нас. Мурза еще какой-то. Вызывай скорее лодку. Нам надо обратно в 1875 год попасть. Добро пожаловать на борт. И как вас сюда занесло? Вы же в 1875 были. Мне по инструкции не положено так глубоко во времени нырять. Да мы не виноваты. Это все проделки албасты. Интересно, это памятник Державину устанавливают? Совершенно верно. Прямо перед университетом. 1847 год. А почему одни звезды золотые, а другие черные? Золотые, кто в ревизских сказках записан. А черные места – это для тех, кто от переписи отказался. Наверное, и прапрадедушка где-то там. Так, нам туда. Где тут остановка? О, трамвай. Рома, но откуда в 1875-м трамвай? Это конка. Только что в Казани открылась. А вас случайно не Петрушкой зовут? Петрушкой? Откуда вы меня знаете? Да вы знаменитый. Вам даже памятник поставили. Как раз на Петрушкином разъезде. Не знаю, где это, но спасибо. А вас подвезти? Это можно. Подвести друзей мне в радость. Я бегу и я скачу. Я работаю как лошадь. Я по рельсам конку мчу. Прокатим всех до одного. И го-го-го-го! О, улица Баумана. Баумана? Это же большая проломная. Странно. Архив в аптеке? Может, компас что-то перепутал? Это не просто аптека. Это старейшая аптека Казани. Как это старейшее? Что это вы такое говорите, сударыня? Не так уж давно мы и открылись. Вы архивариус! Я вас по усам узнал. Мы из будущего. Это вы нас сюда послали. Рома, покажи компас. Ну ничего себе! Ну, рассказывайте. Албасты книгу украла. Албасты? Та самая злая Албасты? Из какого, говорите вы, века? Из 21-го. И вы ее до сих пор не победили? Да мы ее первый раз в жизни видели. И уже пострадали. Она нас в 15 век закинула. Мы там какого-то Мурзу встретили. Не какого-то,
а Мурзу Багрима. Уж не того ли Багрима, от которого род Державиных пошел? Сейчас, в архиве все родословные записаны. Ага, вот оно. Род Державиных идет от державы, а держава – это прозвище внука Мурзы Багрима. Вам очень повезло это увидеть. Тоже мне везение. Вы нам скажите, что тут искать и где? Скажу я вам, сударыня, что в моем времени спрятана хрустальная чернильница. Я вот не понимаю, Албасты книгу украла? Украла. А при чем тут эти письменные принадлежности? Книга — лишь портал. А вот если Албасты обмакнет вечное перо в хрустальную чернильницу и напишет на чистой странице имена тех, кто в ревизских сказках не записан, то восстанет армия забытых, и в мире воцарится хаос. Итак, вам нужна чернильница. Она... У них компас времени, значит и лодка. Я ее задержу! Ищите памятник! Какой памятник нам нужно искать? Что еще говорил архивариус? Про Мурзу Багрима, что он предок Державина. Рома, ты гений! Побежали скорей! Привет! Петрушка, миленький. Нам памятник нужен. Мы его на реке времени видели. Он стоит во дворе университета. Перевезли его на Театральную площадь. О! Петрушка, стой! Это все Албасты. Так, и где эта чернильница? Они уже здесь. Так, и как нам найти чернильницу? Ура! Что это? Не могу пошевелиться. Албасты! Вы такие молодцы. Отпусти моих друзей! Что? Говорящий конь? Ты в порядке? Чернильница! Нет! Мое. Простите меня, ребята. Я не смог ее удержать. И что теперь? Вызывайте лодку и найдите меня в 1833 году. Добро пожаловать на борт. Что случилось? Некогда. По пути расскажем. Мушкетеры в Казани в 19 веке? Зулейха? Ну, не знаю. Знаю, что Александр Дюма в Казани был. Может, с фанатами встречался? Да ладно. Уж из этой временной ловушки им точно не выбраться. 1774. Пугачевское восстание. Пушки нас оповещают. Бой идет, звенит металл. Пули вместо птиц летают. Всюду яростный накал. Эх, братцы, навались, крики эхом донеслись. Смело в бой, а ну вперед, Пугачев нас поведет. Бунт, восстание поднялось. Всюду горе, всюду злость. И полят из всех орудий. Гибнут люди, всюду гибнут люди. Эх, братцы, навались, крики эхом донеслись. Ох, проучим мы смутьяна, Пугачева Емельяна. Ну ничего себе! Пугачевское восстание. Добро пожаловать на борт. Опять? Да что ж вам на месте не сидится? Поняла. Держитесь крепче. Интересно, а что это строят? 1788 год. По указу Екатерины II строится пороховой завод. Мне кажется, или золотых звезд становится больше? Конечно, больше.
Люди рождаются, в ревизские сказки попадают. Рано радуйтесь. Скоро золотых звезд вообще не останется. Рома, куда компас показывает? Компас показывает сюда. Какой интересный дом. Мсье, мадемуазель, как замечательно, что вы зашли. Интересуетесь метеорологией? Ну, понимаете, мы как бы к вам от вас, из будущего. Ага, у нас и компас есть. А почему у вас дом такой странный? Потому что это не просто дом. Это метеорологическая станция. 100 лет назад открылась, в 1733 году. Я за ветром слежу, за погодой, а то мало ли какие проблемы. К слову о проблемах. Вы нас по делу послали. Албасты собирает армию забытых. Она за волшебными предметами охотится. И хрустальные чернильницы у нее уже есть. Значит, и чистая страница в опасности. Так дайте нам ее скорее. Не могу. У меня ее нет. И кто нам ее даст? Пушкин, что ли? А вы откуда знаете? В моем времени существует тайное общество хранителей чистой страницы. Сегодня Александр Сергеевич дежурит. И где нам его искать? Даже не знаю. Попробуйте в театре. Интересно. А в наше время на площади Свободы все наоборот. Тут сквер, а театр там. О, вот он. Давай ты. Я боюсь. Посмотрите на него. Значит, на поле боя во время Пугачевского восстания не боялся, а тут он, видите ли, боится. Прошу милостиво меня простить, что вмешиваюсь в вашу беседу, но я услышал про Пугачевское восстание. Откуда столь молодые люди знают о сем событии? Да мы сами там были. Как? Погоди, Рома. Уважаемый Александр Сергеевич, нас к вам архивариус послал за чистой страницей. Архивариус? За страницей? Ничего не понимаю. Не верите? Тогда пойдемте к нему самому. Пойдемте. А вы ведь мне обещали о Пугачевском восстании рассказать. Как интересно. Надо все скорее записать. Куда это вы собрались? Ну-ка, отдайте мне чистую страницу, иначе... Усмирите свой пыл, сударыня. Александр Сергеевич, нам лучше бежать. Нужен другой план. Кажется, мы оторвались. Друзья мои, как я рад вас видеть. Я так соскучился. Когда это он соскучиться-то успел? Вроде недавно расстались. Все-таки он странный. Уважаемый архивариус, подтвердите, пожалуйста, нашу личность господину Пушкину. А то он нам чистую страницу не отдает. Чистую страницу? Вам? Ну да, конечно. Любезнейший Александр Сергеевич, я должен соблюдать порядок. Прошу вас, отдайте мне чистую страницу, я лично передам ее этим молодым людям. Разрешите откланяться, мне пора. Столько идей, столько идей. Вот и все. Нет у вас больше компаса. Застряли вы тут навсегда. Что тут случилось? Албасты пришла в облике Пушкина. Мы сели пить чай, а потом я очнулся в чулане, связанный. Мы еще успеем ее догнать. Я вызываю лодку. А компас не работает. Попробую починить. Из подручных инструментов соберем сейчас компас. Не компас, а компас это. Установим год и час. И обязательно применим анимоскопиум. Что? Анимоскопиум. Ну да, так намного понятнее. Направление, скорость ветра, он на все нам даст ответ. А прибор вполне исправный, хоть ему 100 лет в обед. Ну, год я вам выставил. Плывите. Найдите меня в 1722-м на верфях Адмиралтейской слободы, на дебаркадере. Времена Петра Первого. Добро пожаловать на борт.
Я вообще не понимаю, что происходит. Сигнал не узнаю, соединение нестабильно. Я даже не уверена, что в точный год попадем. Обратите внимание, портрет Александра Первого. А это Екатерина II? И первое. А вот и Петр I. Эй, тормози, тормози! Мы же нужный год проскочили. Отпустите нас! У нас очень важное дело! Кто вы такие? Кто мы такие? Хе-хе-хе! Такой лихой пират, такой лихой пират, кому сам черт не брат, тому не нам корабль очень дом, и по Волге мы плывем. Йо-хо-хо, дело наше нелегко, йо-хо-хо, дело наше нелегко, навались обратно на весла, быть пиратом так непросто. На носу у нас медведь, про него не будем петь, не будем, а богатства велики нас зовут ушкуйники. Ушкуйники? Так называются речные пираты. Ну ничего себе, пираты. А это куда? Это ко мне в каюту. Ну все, застряли. И как мы теперь на корабельные верфи попадем? О каких таких кораблях вы тут речь ведете? А вам-то что? Погоди, Ром, давай послушаем. Я вот что сказать хотел. С измальства мечтаю корабли строить. Возьмите меня с собой. Я ведь не разбойник, я плотник. Нам бы самим выбраться. А если я вам помогу, возьмете? Ну что, Алга? Нет, еще наш прибор нужен. Он у капитана в каюте. Сможете его оттуда забрать? Без минут. Дело наше нелегко, йо-хо-хо, дело наше нелегко, навались обратно на весла, быть пиратом так непросто. Айда-инде, спешить надо, сейчас хватится. Добро пожаловать на борт. Что опять происходит? Вовка, берегись! Осторожней! Ой, друзья, что-то мне нехорошо. Держитесь крепче. Готовьтесь к смене костюма согласно эпохе. Ой, простите. Сейчас исправлю. Да что ж такое? Вот что значит дыра в палубе. Все настройки сбились. Ну все, нормально уже. Простите, друзья. Держись, мы скоро вернемся и поможем тебе. Прощайте. Дяденька, а где тут дебаркадер? Ой, это ж царь. Простите, Ваше Величество. По что дебаркадер вам понадобился? Посмотреть хотим просто. А вы это, сами работаете? А как же? Все же флот российский здесь, на Казанской земле, создаю. Поход персидский планирую. Корабли строю, войско собираю. 50 тысяч воинов татарских со мной пойдут. Считай, пол армии. А дебаркадер вон там. Ох, и грозен царь. Ну так это ж сам Петр I. Ой, я вас недооценила. Ну, посмотрим, чья возьмет. Здравствуйте, господин архивариус. Итак, чем могу служить? Грузы отправить хотите? Али получить чего? Каждый раз одно и то же. Нас к вам послали вы из будущего, которому послали нас вы из будущего, которого... Все, я запутался. А я вам помогу. Албасты?
Отдайте волшебное перо по-хорошему, и никто не пострадает. Я ни за что не отдам тебе перо. Тогда я возьму его сама. Что? Ты решил меня дурачить? Вот оно! А это вам! Счастливо оставаться! Идите ко мне, ребята. Перо! Албасты украла вечное перо! Значит, она уже на болоте забытых. Тогда скорее вызывайте лодку, мы отправимся за ней. Друзья, для меня было честью служить вам. Да она же погибает! Как тебе помочь? Тут не разговоры разговаривать, тут ремонтировать надо. Борт залатаем. Шпангоут починим. Железной броней нашу лодку усилим. Есть у нас план на решающий бой. Всей нашей командой мы держим строй. Мы держим строй. Мы держим строй. Отправляясь на бой. Чувствую себя превосходно. Жалко, рюкзак с компасом потерялся. Теперь нам тебя не позвать. Есть вариант. Один из вас должен остаться со мной. Тогда будет достаточно мысленно позвать, и мы появимся. Я останусь. Но вы же корабли строить хотели. Так я и построил. Куда же она теперь без меня? Смотреть буду, чинить буду. Глаз да глаз за ней нужен. Ура! Теперь у меня есть свой капитан. Забытые, скоро наше время придет. С детства меня обижали, плохими словами звали. Я выросла злобной и гадкой, я не привыкла к порядку. Все волшебные предметы у меня теперь в руках. Ваша песенка до беда будет всюду боль и страх. Меня на болото сослали, живу я 3 века в печали. Но время пришло отмщения. Не будет вам всем прощения. Все волшебные предметы у меня теперь в руках. Ваша песенка до беда будет всюду боль и страх. Я смотрю, ребята подготовились. Но вряд ли вы меня вообще найдете. Вот мы теперь как умеем. Неплохо, но недостаточно. Выпускаю энергетическую ловушку. Что, не получается? Ну, попробуйте меня поймать. В погоню! Идем по следу! Мы где? 1774! Пугачев! Битва за Казань! А если так? Что, съели? Ушли. Не может быть. Вон она, на корабле! Ура! Морской бой! Держите подарочек. Нет ее нигде! Что-то тут не так! По-моему, мы ее потеряли! Нам нужна подмога. Время пришло. Вперед, моя армия! Да, вот так, чтобы ни одной золотой звезды не осталось. Собрались все вместе? Что делать будете? Меня не одолеть! Ко мне, моя армия!
Стать в строй! Ого! Тебе не победить, албасты! Не получается. Не могу пробить защиту. Меч! Что? Что это такое? А! Ну все, теперь не уйдешь. Попался! Все закончилось? Но как? Архивное шило. 4-й волшебный предмет. О нем знают только архивариусы. Пора за работу. Пишет, перо по странице скрипит. Свет чернильный тайну хранит. Релизские сказки людям открыв, встает на защиту порядка архив, встает на защиту порядка архив. Хотим мы за помощь спасибо сказать, вас в тайный отряд архива позвать. Релизские сказки теперь вам писать, а мы будем в этом всегда помогать, а мы будем в этом всегда помогать. Страх архивариусам неведом, шилом архивным скрипим победу. Здесь миру помочь всегда каждый рад. Добро пожаловать в тайный отряд. Добро пожаловать в тайный отряд. Прапрадедушка, я тебя нашла. Вы прошли опасный и важный путь. Именно вы, дети будущего, напишите новые ревизские сказки. Ведь пока пишутся ревизские сказки, закат времен не наступит. Ревизские сказки не просто страницы, в них память о предках наших хранится. Золотом вновь засияет река, и полное добро пронесут сквозь века. Есть в каждой эпохе своя албасты, и завтра сразишься с ней, может быть, ты. Но в этой битве лишь тот победит, кто помнит о предках, историю чтит.